В Кандагаре на юге Афганистана силы безопасности участвовали в перестрелке с талибскими боевиками, захватившими прошлой ночью общежитие. После 16-часового боя, в ходе которого 2 человека были убиты, афганские силы овладели зданием, где проживают преподаватели-инструктора. В Южном Афганистане 26 сотрудников сил безопасности были убиты в борьбе с талибами. Грузия отметила День независимости. Различные спортивные мероприятия для детей, музыкальные и танцевальные номера, уличное искусство соединились в Тбилиси в единую атмосферу карнавала. Этим праздником отмечается годовщина провозглашения Грузии в 1918 году своей недолгой независимости от Москвы после русской революции. Грузия восстановила свою государственность после распада Советского Союза в 1991 году. Пакистан. Адвокаты проводят здесь общенациональную забастовку после того, как накануне 2 их коллег были убиты полицией. Деятельность судов замерла, поскольку юристы вышли с протестами на улицы в крупных городах по всей стране. 2 адвоката были убиты в столкновениях с полицией во время демонстрации против сноса нескольких домов в городе Даска в провинции Пенджаб. В столице Таджикистана Душанбе чиновники из 6 бывших советских республик провели конференцию по борьбе с наркотиками. Глава российской делегации заявил, что деньги от продажи наркотиков являются теперь главным источником финансирования боевиков исламского государства. По его словам, боевики создали контрабандную сеть в Африке, Ираке и Европе. В городе Тузла на севере Боснии разгневанные рабочие Государственного завода по производству станков вышли с протестами перед зданием штаб-квартиры местного правительства. По словам протестующих, им не платили должным образом на протяжении 6 месяцев. За этот период они получили всего по 120 евро и по продовольственному набору. Невыплаты на предприятиях стали характерной проблемой в Боснии.